Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого утра. Свыше 1000 пациентов до обеда в первый рабочий день принял амбулаторный центр. Наш корреспондент побывал там одним из первых. 3 года в Ленске школьники и учителя учатся дистанционно. Изменилось ли за это время отношение к электронному формату обучения? Возвращение на родину в 2024 году. 8-е спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Якутске. В Главное управление МЧС России по республике поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Верхнеколымск по улице Советская, дом 16. Незамедлительно к месту вызова прибыли огнеборцы республиканской пожарной охраны. К сожалению, в результате воздействия опасных факторов пожара погиб 1 человек. Эвакуировано 18 человек, в том числе 2 детей. В результате пожара огнем повреждены 2-й этаж и кровля дома на площади 457 квадратных метров. На тушение пожара было задействовано 15 человек личного состава и 5 единиц техники. На месте работает дознаватель МЧС России. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Больше 1000 пациентов в первой половине дня принял амбулаторный центр, развернутый на базе спорткомплекса «Триумф» в Якутске. Его открыли в соответствии с поручением главы республики Айсена Николаева. Этот центр позволил разгрузить медучреждения города. Туда перенаправили врачей и волонтеров для оказания первичной помощи. Мадина Халикова одной из первых посетила центр и узнала, как организована работа. Давайте посмотрим. Постоянная дезинфекция, большое пространство для соблюдения социальной дистанции. Все врачи в СИЗах, а потоки пациентов разделены. Так, с 8 утра начал работу амбулаторный центр, развернутый на базе спорткомплекса «Триумф». С сегодняшнего дня, помимо поликлиник города Якутска, амбулаторный прием по, соответственно, подозрению на ОРВИ ведет Центр амбулаторной неотложной помощи на базе спортивного комплекса «Триумф», куда могут обратиться лица с симптомами респираторной инфекции и температурой не выше 38 градусов. Во всех остальных случаях должен быть осуществлен дозвон либо до поликлиники, облачная поликлиника «Медсет» или по телефону 122. Здесь задействовали более 175 человек. Это врачи, младший медперсонал и даже волонтеры. Все они прошли переподготовку и точно знают, как оказать первую помощь. Берут и ПЦР-анализы на ковид. Экспресс-тест готов через 15 минут. Мы здесь разделили потоки. Значит, вход, конечно, в одну зону. Далее идет регистрация и забор анализа на экспресс-тестирование. Далее человек проходит в зону ожидания и ожидает не менее 15 минут. Ждет, пока проявится этот тест. Пациенты с отрицательным анализом ИХ проходят у нас условно налево. Зоны у нас разделены, как я уже говорила. А с положительным анализом проходят направо. Получается, оценивается состояние здоровья, оценивается тяжесть, естественно, и по тяжести дальше идет маршрутизация. Если возникнет необходимость, прямо отсюда отправят пациента и на госпитализацию. С утра она потребовалась 2 посетителям. С 8 часов в первую смену приняли 1160 человек. У 200 тест на ковид оказался положительным. Им назначили лечение, выписали больничный. Мы готовились, да, сегодня очень большой поток, желающих очень много, регулируем потоки. Симптомы следующие – это повышение температуры прежде всего, да, несколько дней может быть. Головные боли встречаются, боли в горле, слабость и боли, ломота в теле. Мы здесь оказываем, от самого начала до конца получается анализ, диагноз выставляется, потом лечение назначается и больничный лист тоже у нас можно открыть. Поэтому мы полностью помогаем нашим поликлиникам и первичной помощи. Сейчас в центре развернуто 15 кабинок. При необходимости их число увеличат, а также привлекут еще часть медперсонала. Работает амбулаторный центр каждый день с 8 утра до 20 часов вечера. Мадина Халикова, Александр Жуков, Якутск.
Между тем, оперативный штаб призвал якутян не обращаться в дополнительный амбулаторный центр на базе спорткомплекса «Триумф» в случае отсутствия признаков ОРВИ и ковида. За первый день центр принял порядка 2300 человек. При этом у 40% не было симптомов ОРВИ. То есть у них не было показаний идти в амбулаторный центр. Также в оперативном штабе напомнили о том, что лицам с признаками вирусных заболеваний могут оказать помощь не только в «Триумфе», но и в поликлиниках города, которые также работают с 8 утра до 8 вечера каждый день. Хочу напомнить, что в центре принимают лиц только с симптомами острых респираторных инфекций. Температура тела не выше 38 градусов и с подозрением на COVID-19. Уважаемые жители города, если у вас температура выше 38 градусов, имеется затрудненное дыхание, явление интоксикации, одышка, необходимо вызвать врача на дом или бригаду скорой помощи. Если у вас отсутствуют симптомы температуры или температура в пределах нормальных значений, нет необходимости посещения данного центра. Также оперштабы районов и городов Якутии в свою очередь усилят поддержку первичного звена здравоохранения. Айсан Николаев поручил оперативным штабам на местах оказывать первичному звену всю необходимую помощь, начиная от предоставления транспорта, заканчивая привлечением волонтеров. В разы возросло количество обращений в поликлинике. Это колоссальная нагрузка, которую необходимо снимать. Люди должны оперативнее получать квалифицированные медицинские консультации при амбулаторном лечении, обеспечиваться бесплатными лекарствами, а для этого амбулаторное звено должно работать бесперебойно, сказал глава на совещании оперштаба с участием глав районов и городов. И поручил на местах пересмотреть приоритеты в борьбе с ковидом с точки зрения усиления работы первичного звена здравоохранения. С учетом повышенной... А Министерство ЖКХ и энергетики Якутии рекомендует воспользоваться дистанционными сервисами по оплате жилищно-коммунальных услуг. В связи с эпидобстановкой пункты приема платежей Якутска временно приостановили свою работу и личный прием граждан. Оплатить квартплату, не выходя из дома и без очередей, можно удобно и быстро. На региональном портале государственных и муниципальных услуг республики, на сайте Почты России, через мобильное приложение «Квартплата Плюс» или через мобильное приложение вашего банка. К другим темам. Школы Ленска пока учатся очно. При этом педагоги дополнительного образования последнюю неделю видят детей через экраны монитора. С дистанционкой родители, дети и учителя знакомы 3-й год. Как за это время изменилось отношение к электронному формату, расскажет наш корреспондент. Татьяна Чувашова демонстрирует возможности гоночной машины. Педагог бы с радостью провела лекцию по робототехнике детям, но очко учреждения пока отменили. Парты пустуют больше недели. Детали теперь виртуальные. Татьяна признается, многое приходится объяснять на руках. Ребенку трудно так воспринимать информацию. Он ждал от меня помощи. Ну, естественно, он там плачет. Я тут чуть не плачу от того, что он там, я ему не могу помочь вживую, да. И вот пришлось как-то с помощью видеозвонка выходить из ситуации. Педагоги говорят, учиться из дома тяжелее детям до 5-6 класса. Материал не усваивается без учителя, а задания выполнять надо. Тут на помощь приходят родители. Взрослые начинают учиться за детей. Ребенок остается в незнании. При этом он приходит и получает плохую оценку. У родителя складывается впечатление, что эту оценку поставили не ребенку, а самому родителю. Как это так? Я сделал все правильно, я же это умею делать, а мне поставили такую оценку. И наступает конфликт интересов. Старшеклассники, понимающие, относятся к дистанционке. Мне намного проще учиться дистанционно, так как в школе есть строгая дисциплина, и как-то общество тоже как-то на меня влияет. А, например, на дистанционном обучении я могу спокойно выстраивать себе режим. Ты можешь долго думать над какой-то определенной темой, чтобы понять ее. А в школе ты все освоил, ушел дома, и вряд ли ты будешь дальше это повторять и учить. Минусы в этом же обучении стоят в том, что на уроке ты можешь поднять руку, подойти к учителю, он тебе все объяснит, все разложит по полочкам, но в дистанции такого нету. Родители тебе помогают? Нет, справляюсь сам.
За 3 года успеваемость и качество обучения школьников в Ленском районе остаются на одном уровне, показывает статистика. В 2020-м из-за самоизоляции старшеклассники сдавали ЕГЭ позже, в июле. В управлении образования объясняют, дистанционка, наоборот, помогла лучше подготовиться к экзаменам. Ученик не отвлекался на другие предметы. Средний балл ЕГЭ в 2019 году, например, если взять русский язык, в 2019 году было 66 баллов, а в 2021 году тоже 66 баллов. Так что, можно сказать, не изменилось. В 2020 году было 70 баллов примерно. Но это все равно сравнимо с тем, что было. В век информационных технологий полностью отказаться от дистанционного обучения невозможно. Но и учителя никем не заменишь. Важно понимать, что оценки в школе зарабатываются учеником, а не родителям. Дарья Боискорова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Дети Азии возвращаются домой. Якутск в 2024 году примет 8-е спортивные игры. Глава Якутии Айсен Николаев и президент Международного комитета игр Владимир Максимов подписали соглашение о взаимодействии в рамках подготовки проведения 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Они пройдут летом в Якутске в 2024 году. Напомним, первые игры провели в 1996 году. Якутск встретил первые 6 соревнований, а после огонь игр передали другим городам. Южно-Сахалинску в 2019, Владивостоку в 2022 и городам Кемеровской области в 2023 году. Я бы хотел поблагодарить Владимира Владимировича Максимова, который проделал большую работу в федеральных органах власти с рядом международных спортивных организаций для того, чтобы это решение было принято. И решение это было принято единогласно и на уровне правительства Российской Федерации, где межведомственная комиссия по проведению международных соревнований единогласно решение это поддержала, и на уровне уже непосредственно стран Азии. Мы уверены, что игры пройдут на самом высоком уровне в 2024 году. Ожидаем, что примет участие более 40 стран, 3,5 тысячи спортсменов из разных стран мира и регионов страны к нам приедут. Ну и, конечно же, мы постараемся, чтобы эти игры были самыми лучшими играми, которые были до этого. Айсен Николаев, глава Республики Саха-Якутия, Владимир Максимов, президент Международного комитета игр «Дети Азии». В свою очередь заявили, что комитет по традиции уделит большое внимание не только спортивной части игр, но и другим направлениям. Помимо самих игр, комитет реализует также и образовательные проекты. В этом году у нас стартует 3 проекта. Буквально в середине февраля в Кузбассе уже состоятся тренировочные мероприятия для стран Азии. В том числе, я думаю, что осенью этого года и город Якутск примет один из проектов комитета, направленный на объединение и развитие детского спорта в азиатском континенте. К этому часу это все новости, но наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей вы всегда можете увидеть на наших сайтах и в официальных страницах в социальных сетях. Носите маски и соблюдайте дистанцию.